Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники конференции. Разрешите представить нашу тему исследования первой школы Якутского округа и их деятельность как исторический опыт формирования государственной системы начального образования на примере школ Батурусского, Восточно-Николаевского вуза и второй Амгинской власти. Цель исследования – раскрыть первую школу Якутского округа и ее деятельность как исторический опыт формирования государственной системы начального образования. Исходя из цели были поставлены следующие задачи: выявить государственные школы Батурусского и Восточно-Николаевского вузов, установить их местонахождение и зафиксировать на карте схеме современного Амгинского вуза. Во-вторых, изучить учебно-воспитательный процесс в начальных школах и выявить региональные особенности их деятельности. И в-третьих, раскрыть имена первых учителей-воспитателей, ознакомить с педагогическими наблюдениями учителей. Ход работы. Первый этап – поисково-аналитические выявления проблем и актуальности темы. Второй этап – анализ архивных документов, работа с документами. И в-третьих, анализ, обработка, систематизация собранных материалов и обобщение полученных результатов. В ходе экспедиции были опрошены жители, наследников, учителя, ветераны, краеведения, музеев, школ, ознакомились с историей создания их деятельности. Мы составили карту-схему по результатам экспедиции. Мы сперва выявили, какие школы существовали в обозначенное время в этих вузах, затем сделали классификацию по видам и типам школ и ведомствам. Существовали два типа школ: церковно-приходские школы и народные училища. Мы составили хронологическую таблицу открытия школ к концу 19-го, начала 20-х веков. За этот период открылись 6 школ. На примере Нахарской школы можно посмотреть учащихся по годам. Мы собрали сведения об организаторах школьного дела на местах. Это были священнослужители, среди которых мы нашли новые документы о первых учителях церковно-приходских школ. Например, впервые ознакомились с документами о назначении диакона Гурия Попова в Амгинской школе. Среди писателей в Аминско-Тулуминской школе купец первой гильдии Гаврил Васильевич Никифоров. Нас заинтересовали выводы из отчетов учителей начальных школ. Способности к арифметике, умственной силе и нарочности из трудов жизни, что отличает нарочных детей от остальных. Из отчетов учителей. Успешная форма обучения вопросоответная, которая имеет цель легко наводить ученика к ответу. Из обучения можно делать следующие выводы. Государственная образовательная политика проводилась через епархиальный училищный совет и Министерство просвещения в лице инспекторов народных училищ. На территории современного Амгинского вуза существовали два типа школ: церковно-приходские школы и народные училища. Во-вторых, развитие школ происходило в российской государственной образовательной системе, но имело свои региональные особенности. Они определялись географическими и природно-климатическими условиями: большее расстояние, суровые зимы сокращали численность обучающихся. В-третьих, организаторы учебно-воспитательного дела на местах – это церковнослужители, учителя и почетные воспитатели, каждый из которых вносил свой труд в развитие школьного обучения. В своих педагогических отчетах учителя подчеркивают особенности обучения нарочитских детей. Таким образом, можно сделать следующее заключение, что исторический опыт формирования государственной школьной системы сохранил лучшие традиции школьного дела как основу современного образования. Спасибо за внимание.